Здравствуйте. Почти треть жизни мы проводим на работе, и потому, наверное, многие из нас стараются место работы сделать комфортным, ну а некоторые, я бы даже сказал, и родственным своей душе. Так вот, своего рода апофеоз такого стремления я обнаружил в офисе компании «Якутторгтехника». Ну, сразу видно, что ее гендиректор мужчина, да к тому же романтик. Давайте познакомимся с убранством этой конторы и увлечениями хозяина. У вас очень уютно здесь. Особенно на лестнице. Эти модели сделали тоже вы? Да. Какая из них? За исключением вон тех. Они кровью вообще не даются, они даются с удовольствием. И делаешь, когда только приходит желание. Бывает, сидишь до утра, а бывает, неделями не берешься. Когда-то было в диковинку, хотелось. А сейчас вроде бы стало и продаваться, и все, оно уже становится неинтересно. Вся эта страсть, она интересна тогда, когда вот у тебя есть, а у другого нет. Это сделать, а так. Ну это коллекционная страсть. Ну да, это страсть такая. Когда это, ну да, теперь когда все продается. Когда все продается, ну что-то. Что коллекционирует? Попробуй объясни человеку, что ты сам делал. Да не поверит он никак. Поэтому пришлось вот там недоделанные оставлять. А где недоделанный? Ну вот стоит он, допустим. Вот этот? Да. Вот. А, вот этот наверху? Угу. А в чем смысл? Зачем его ставили, говорите? Ну, чтобы показать, чтобы люди поверили, что сам делал. А то, что не куплено. Что не куплено, да. Что не куплено, правильно. Ну, что это такой, вот тут только забито 800 медных гвоздиков. Можете представить? Вот такую маленькую модель? Да. Вон они идут рядами. Ну. Виктор Федорович, а у вас вот еще в офисе очень много картин Якутска и, я так понимаю, Лены. Вот там особенно при входе, где там купцы, казаки, как я понимаю, да? Да. Это как? В связи с чем? Ну, тут трудно объяснить. Вот это все картины, это картины нашего знаменитого художника Кирилла Осипова. Так. Как любимого моего, так сказать, художника. Это память. Когда-то я начинал. Вот, работать никаких, даже настольных не было ничего. Вот такие счеты были. Ну, я просто и оставил себе на память. Как воспоминание о далекой юности. Виктор Федорович, а вот вообще, знаете, немножко даже странно для меня, да, что вот книжная миниатюра, вот ее в таком вот виде представили. Это, я так не знаю, дизайн, что ли, это ваш собственный, либо так действительно принято? Я просто никогда не видел так. Нет, эта выставочка сделана собственная, так сказать, дизайн, собственный есть. И она как символ единения русской культуры и азиатской культуры. Специальное подарочное издание Омара Хайяма. И вот это все его книги. А, даже. Ну, представлять. А это Пушкин наш любимый. Тоже все его книги. И вот они вместе соединились. То есть культура для всех народов единая, общая. То есть тут композиция получается, не просто так повесили? Нет, не просто так, это так сказать. А как кулинарные рецепты вписались в вашу концепцию любителя? Она, вы знаете, с той же концепцией. Вот эти две книги, 3 книги. Это не просто кулинарная книга, которая. Вот они, 3 книжечки. Натюрные. Это не просто рецепты. Это книга такого, я бы сказал, историко-философского содержания, в котором я попытался через кулинарию доказать единение 3 народов. Русского, белорусского и украинского. А, вот так вот. Да, не просто так. Тут ну, сало, як сало, это понятно. Борщ это тоже. Борщ и щи это тоже украинские. Да. Это ага, ну и вареники. То есть тут исследования происхождения вот этих всех кулинарных, я бы сказал, блюд еще с древние, от хазар почти. Это. Ну, естественно, рецепты, и юмор. Тут даже вот в сале опубликован закон Украины о сале. Действующий. Не действующий. Ну, депутаты юмора не поняли. Нет, но у них там, по-моему, уже есть такой какой-то законопроект, по крайней мере. Не, ну там был как случай. 1 апреля один из депутатов, чтобы показать эту всю бюрократическую систему, подал этот закон. Проект. Да, проект закона. Его начали обсуждать на полном серьезе, пока не дошло через месяц, когда он уже прошел через все эти, что это
чисто первоапрельская шутка. Но он здесь опубликован. Я-то слышал этот анекдот, и я считал, что это действительно так. Опубликован. Это, оказывается, не... А можно посмотреть там внутри, что покажите? Да. Вот такие иллюстрации. А вот вы сказали, что здесь, кроме рецептов, еще, так сказать, исследовательская работа. А исследователь-то кто? Это все моя. То есть вы сами написали? Все сам. Вы еще и пишете? Ну, стараюсь. Пытаюсь. Или я не стараюсь, а пытаюсь. Ясно. Виктор Федорович, а это у вас коммерческий проект? Ну, если он принес убытка 1080, то можно считать коммерческим. Нет, конечно. Это, понимаете... То есть он не окупится? Нет, и не ставилась такая задача. Виктор Федорович, вот то, что вы издаете книгу, то, что пишете книги, да, ну это, я не знаю, это причуда богатых, да? Нет. Не знаю, как у других, а у меня это осуществляется мечта, может, еще и детство. Интересно. Я книги собираю всю жизнь. Так. Еще вот с такого возраста. Но всегда была проблема. У вас даже в кабинете он сколько их тут? Ну, да. Обычно в кабинетах не держат, у вас их очень много. Потому что места дома не хватает. Честно. И когда книги, вот в Якутске я начал жить, книги можно было приобрести где? Только в Москве. Да. И вести их, Редкость была большая. вести их очень тяжело и очень... Совершенно. Я решил маленькие. Вроде больше можно привезти, больше это. Ну, да. И потом так-то втянулся, и уже не ставилась цель. Библиотеку, а просто вот миниатюрно. Миниатюрно уже и осталось, и эти собираю, но тут теперь можно. И собираю миниатюрно. Она перешла уже в страсть. Вот это все миниатюрные книги. Ой, сколько их много-то. Это вот что? Это только те, которые у меня в двойном варианте. Я хочу здесь сделать выставку большую сделать на предприятии. Это только что в двойном варианте. Ну у вас вот даже не то, что в вашем кабинете, я так понимаю, то, что у вас бухгалтерия, наверное, здесь, да? И то же самое миниатюра. Ну, тут приемная, да, выставка. И тоже картины. Да, это все картины, вот все по. А сейчас о месте, где Виктор Федорович отводит душу. Это вообще-то комната для переговоров, правда сейчас она больше похожа на редакцию, заваленную фотографиями Якутска. Это фотография. Мне хотелось бы, так сказать, открывать секрет пока. Ух ты, так это стул же у вас так сделан в форме... Корабля, да. Тут все, видите, парусники, все. Но это уже не моя работа. А это что за комната у вас? Это что здесь, что за отдел у вас тут? Тут комната приема, переговоров, вот так. Для гостей. Это, если удастся, одно так сказать, если удастся, это будет альбом 370-летию города Якутска. Да, дата приближается. Да. А почему книжка называется «Судьба» с вопросительным знаком? Это как понимать? И там вроде бы как... Не осуществившиеся мечты полностью. Судьба. Это судьба или не судьба? Это имеется в виду, что я все-таки мечтал моряком быть, а видите, как повернулось. Стал пока струльком инженером, но... Романтика – вещь хорошая, успешный бизнес – вещь ценная. Но мечта каждого из нас – делать то, что нравится. Так вот, у Виктора Федоровича Коломейко она сбылась.